Сладости на Мархаш найдешь на каждом праздничном столе. Спрос на товар этой категории сейчас высокий. С увеличением ассортимента учащаются и случаи продажи просроченной продукции. Проверить факты подобных нарушений выехали сотрудники Роспотребнадзора. Рейд по кондитерским изделиям оказался плодотворным, со знаком минус. Негодно по срокам товар проверяющие складывают в отдельную корзину. Не прошло и 10 минут рейда, как тара уже переполнена. 11 мая. Да, вот просрочка. Вот тут вот. Держать на прилавке продукцию с истекшим даже на день сроком годности уже нарушение. А тут есть сладости, просроченные еще с января. Продавцы оправдываются. Перед праздниками всегда большой ажиотаж. Проверить всю продукцию, поставляемую на склад, просто не хватает времени, да и рабочих рук не достает. В кассе, когда подходит, мы сами смотрим с просрочкой, находа. Не даем просрочки. Я товар лат, благодаря, что каяться, я не знаю, просрочки, товар, даже просрочки, товар, вот так тоже бывает. Все же нарушения недопустимы. Просроченный товар складывается отдельно и опечатывается, а предпринимателей ждет немалый штраф. Штраф от 20 тысяч и выше. В ходе этих рейдовых мероприятий, в ходе выявления таких нарушений мы обязательно их привлекаем к административной ответственности. В дальнейшем даем им предписание, следим, выполняют ли они наши требования или нет. Вы не дадите? Конечно же, обязательно они уже будут привлечены к административной ответственности, уже записываются данные владельца. Данный товар, который мы выявили с истекшим сроком годности, здесь оставляется в этом магазине, опечатывается до решения суда. Уже в судебном порядке этот товар будет уже конфискован и в дальнейшем утилизирован. Еще одна точка проверки на оптовом назрановском складе. Ревизоры скрупулезно осматривают почти каждый товар. Продавцы уверяют, продукция качественная, просрочки нет. Но вновь заполненная корзина говорит об обратном. А ведь покупка такого товара чревата для здоровья, особенно для детского организма, ведь сладости в основном покупаются для детей. Допустим, какие-то сладости употребил ребенок, то есть наш организм индивидуальный, и, соответственно, мы не знаем, как организм себя поведет в данной ситуации. Соответственно, какой-то вред для организма бывает, и дети могут отравиться все-таки этими просроченными товарами. Также по маркировке, хотелось бы сказать, тоже реализуются в торговой сети кондитерские изделия без наличия маркировки. То есть маркировка какая должна быть указана не только дата выработки и сроки годности, но данные о производителе, условия хранения. Такие рейды ведомство проводит регулярно, особенно перед праздниками. Не раз предупреждает продавцов и хозяев торговых точек о наказании за просроченный товар. Некоторые недобросовестные предприниматели, так скажем, специально на праздники, на ажиотаж специально завозили товар плохого качества, по низким ценам, да, чтобы получить большую прибыль. В ходе рейдового мероприятия мы это выявляли, пресекали. Сейчас уже знают люди, что предприниматели уже знают, что эти рейды будут проходить, как я уже отметил, уже будут возлагаться и штрафные санкции. Главное, о чем не должен забывать потребитель, это то, что он имеет право вернуть просроченную продукцию. А если выявлен факт истечения срока годности, тут же обратиться в ведомство. Несколько раз с этим сталкивался и Хасан Катиев. С тех пор при покупке обязательно проверяет все данные о товаре. Пару раз у меня был момент, я хотел обратиться в Роспотребнадзор, и как-то у меня времени не было такого. И в Карблаке у меня такое было случай, и здесь на Назране было. Конечно, это неприятно такое, когда попадаешься. У тебя времени не бывает ее возвращать туда-сюда. Дело не в деньгах, а дело в том, что просто у тебя потом ты выбрасываешь, потом тебе надо обратно туда-сюда ездить. Так тоже моменты бывают. Было бы хорошо, если телефонные номера Роспотребнадзора есть, в магазине они висели бы, и сразу в этот момент, чтобы мы сразу позвонили, сразу этот вопрос решали. Еще одна точка – этот небольшой магазинчик. Сюда ревизоры наведываются часто. На таре уже стоит дата изготовления, срок годности, кто производил и, соответственно, какого качества данная продукция. Обязательно до реализации продукции тара у нас сохраняется. Если не сохраняется, то уже мы привлекаем их к административной ответственности. Впрочем, тут никаких нарушений ведомство не нашло. Да и сам хозяин давно зарекомендовал себя как добросовестный предприниматель. Этим магазином он вместе с семьей управляет уже 10 лет. Сам лично привозит и проверяет кондитерские изделия. И уже на глаз может определить просрочку. Птичье молоко, я скажу. Птичье молоко тоже, когда он уже просрочен бывает. Вот видите, свежее.
а он уже сломанный бывает. От птичьего молока шоколад уже откалывается. То же самое, вот каракум, да, московский возьмем. Вот, видите, свежий цвет. И вот он не побелевший бывает он, короче. В ближайшее время у сотрудников Роспотребнадзора также запланированы рейдовые мероприятия по маркировке продукции. Ну а само ведомство предупреждает потребителя перед покупкой обязательно проверять срок годности и другие данные о товаре. Ведь просроченная продукция может принести урон не только вашему кошельку, но и здоровью. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.